Хиджаб – обязательный атрибут мусульманки, придерживающейся канонов ислама. Вопрос запрета хиджаба ежегодно становится все более актуальным. В ряде стран, в том числе и европейских, уже действует запрет на ношение хиджаба в общественных местах. Демократическая Украина, где насчитывается до миллиона мусульман, не запрещает женщинам носить платок. Однако исповедницы ислама все равно жалуются на притеснение в их конституционных правах. Не первый год украинские мусульманки борются за право фотографироваться на документы в хиджабе. Имеют ли они такую возможность сейчас? Далее в сюжете. Анисе Марцинишиной скоро 17. Она заканчивает школу и готовится к поступлению в университет. Семья девушки исповедует ислам. Для нее хиджаб – повседневная одежда. Без него появиться в обществе мужчин она не может. С 9 уже начала носить. Ну, так еще до 9 лет тоже там, носила в мечеть, там, одевать хотелось. Это твое личное желание? Ну да. За сестрой там смотрела, повторяла. Все там знакомые тоже носили, мне тоже хотелось. Мама Анисы Руслана сталкивается с проблемой фотографий в украинских документах не в первый раз. У нее самой и ее старшей дочери на фотографии в паспорте голова не покрыта. В случае со своей средней дочерью она решила действовать более решительно. Вынесли какие-то нам документы, показали, что действительно разрешено, и сказали, вот такие требования к хиджабу. То есть 80% лица должно быть открыто, не должно быть тени, не должно быть закрыта часть лица какая-то, и все, и нет вопросов, чтобы сфотографироваться в хиджабе. То есть они ребенка посадили, сфотографировали, все прекрасно, там она себя видела, как она выглядит, там платочек немножко поправили, чтобы был, аккуратно, и все. В свою очередь, в Государственной миграционной службе утверждают, что разрешения для мусульманок, которые придерживаются предписаний ислама, все еще нет. Здесь считают, что в хиджабе невозможно идентифицировать женщину. Є відповідний державний стандарт, яким визначено, які саме фотокартки мають, в якому вигляді має фотографуватися людина, яке має бути обличчя, розміри і інше. І це виключає взагалі фотокартки на документах, виключають наявність на голові будь-яких головних уборів. Муфтий Духовного управления мусульман Украины УМА Саид Исмагилов не понимает такой позиции. Якщо мусульманка вдягає хиджаб, тобто хустину, і вона постійно в ньому знаходиться поза межами свого дому, тобто на вулиці, там, в аеропорту, будь-де, і вона завжди так вдягнута, то мало би, і це було б доречно, щоб саме в такому одязі вона була і на фото у паспорті. Якщо вона завжди так вдягається, то її легше буде ідентифікувати саме у хиджабі. Конституционные нормы гарантируют права и свободы человека. Носить хиджаб и есть личное право женщины. Юрист Эдуард Багиров уверен, что с этой проблемой можно и нужно бороться. В случае отказа сделать фотографию, об этом необходимо в письменной форме сообщить в миграционную службу и требовать объяснений. После чего уже с ответом чиновников обращаться в суд. Мы исходим из того, что какие нормы закона. В Украине есть запрет, прямой запрет. Если нормативный акт как прямым образом запрещает фотографироваться в хиджабах и получать заграничные паспорта. Покажите мне, пожалуйста. Если нету, то, соответственно, это право граждан фотографироваться. Это универсальное европейское правило и право граждан Украины. В то же время на сайте государственного предприятия «Документ», который выдает биометрические паспорта и входит в сферу управления Государственной миграционной службы, есть образцы фотографий, утвержденных для паспортов. Там четко указаны изображения женщин в хиджабе. Это стало возможным еще с 2015 года, когда украинские мусульманки обратились с петицией к президенту Украины. В том же году вышло внутриведомственное разъяснение, письмо и требования к фотографиям на документах, согласно которому фотографироваться женщинам в хиджабе все-таки можно. Именно поэтому история Анисы закончилась хорошо. Совсем недавно она получила биометрический паспорт. Они сказали, мы вас, конечно, сфотографируем, но пройдет лето, все. Они меня сфотографировали, и, получается, мы 2 недели ждали, они не позвонили. То есть все было, прошло. И потом я пришла, получила через месяц паспорт. Все было, спокойно, никаких проблем не было.
Украинских мусульманок возможность получить биометрический паспорт в хиджабе есть уже 2 года, а вот непосредственно компетентное ведомство почему-то об этом не знает. Спикер Государственной миграционной службы Гунько утверждает, что за 5 лет его работы в ведомстве прецедентов по делам мусульман не было. Елизавета Цареградская, Ислам Пинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР.